Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить самые вкусные блюда, и сегодня у нас в гостях заслуженные артистки Республики Татарстан, самый женственный и романтичный дуэт татарской эстрады Фарида Алсу. Встречаем Каршы Алабыз, исәнмесез, матур кызлар! Салям, Руслан! Какая красота! Исәнмесез, дуслар! Исәнмесез. Дуэт Фарида Алсу. Фарида Алсу – популярный дуэт татарской эстрады. Уникальный творческий тандем двух певиц – Фариды Ахметшиной и Алсу Сунгатуллиной. Фарида Ахметшина – заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась и выросла в селе Бакалы, Республики Башкортостан. Окончила музыкальную школу и музыкальный факультет Казанского государственного педагогического университета. Фарида – автор более 20 песен дуэта. Алсу Сунгатуллина – заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Казани. Начальное музыкальное образование получила в Казанской музыкальной школе номер 1 имени Чайковского, после окончания которой продолжила учебу в Казанском педагогическом университете. Дуэт сложился в 1992 году на базе молодежного хора «Хыял». Дуэт – лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Ежегодно он дает более 200 сольных концертов на самых разных и ответственных сценических площадках. В этом году, по результатам зрительского голосования, дуэт стал лауреатом второй национальной музыкальной премии «Булгар-радиоса». Это мы. Быстренько, да, оставили автографы. Это еще вот наш жемиш варенье, абрикос варенье, Сина Руслан. А бу Чей черсен? кара жемеш вареньица, сливовые. Сами делали? Сами варили? Обязательно, конечно. Ну и, конечно же, наш совершенно новый диск. Его еще практически ни у кого нет, только у вас. Назвар называется. Да, что в переводе означает нежность. Нежность. Рахмет, большое спасибо за подарочки. Но самый лучший подарок для меня, как ведущего кулинарной программы, это вкусные блюда. Рассказывайте, что будем готовить. Ну, сегодня мы хотим приготовить, с одной стороны, традиционное обычное блюдо, с другой стороны, необычное тем, что каждая хозяйка по-своему готовит. Я приготовлю сегодня наш традиционный белиш, который называется НК-белиш. НК-белиш – блюдо номер 1. Да. А я буду готовить самое сладкое блюдо наших родителей, наших бабушек и дедушек. Называется туатле. Это деревенская конфета, натуральная. И белиш покушаем, и чай попьем, Алла-Берсе. Обязательно. Начинаем? Рассказывайте. Что вот здесь вы принесли? Ну, наверное, тесто приготовлю я, да? Вместе Да, всё конечно. будем, Конечно. чтобы было весело. Так, ты, Руслан, лук, наверное. Это мои любимые занятия в этой программе. Да? Я режу лук Как всегда. много. Так. Так, с удовольствием, Фарида, обожаю. Все. Занятия с это, я картошкой. так понимаю, картошка для Так, это нашего для белиша. меня. Лучок тоже, наверное, туда пойдет, да? Да. Ну, я приступаю к тесту. Ага. Фарида, пока ты тесто будешь готовить, Руслан, мы можем поставить вариться наш десерт. Сразу. Нашу конфету. Так, включаем сладкую. плитку. Нам понадобится 1 стакан молока и Еще 3 стакана опаски. сахарного песка. Так, Все очень просто. сначала молоко, наверное. Молоко. Чем больше жирность, тем лучше молока. Вот. И в самом конце мы чуть-чуть только масла сливочного добавим для того, чтобы эта конфета была мягче. Так легко готовится вот этот Да, десерт. Стакан совершенно молока, верно. очень много песка. 3 стакана. 3 стакана, ну они здесь ровно 3 стаканчика. Прекрасно. А ты заметь, наша кухня, наверное, такая сложная, и все готовится из простых и доступных продуктов. Ну, в татарской кухне ведь если мясо есть, это все, значит, блюдо готово уже. Да. Совершенно верно. Расскажите мне, пожалуйста, вот про свои коронные блюда, которые вот прям все родственники, ваши знакомые говорят: Фарида или Алсу, приготовьте, пожалуйста, вот это блюдо. Раз сегодня я пришла с белишем, я не могу не сказать о нем. У меня мама великолепно готовит это блюдо. Ага. Она живет у меня в Башкортостане, в Бакалы районе, в селе Бакалы. Они сейчас смотрят эту программу. И мы им говорим «Бигзур салям». Зур салям от Юманьи. Так вот,
когда я только ступаю на порог своего дома, этот пленительный аромат меня просто... ну, То есть, когда приезжаете домой, всегда дома ждет Бәлиш. да, да. И поэтому я всегда смотрела еще маленькая девочка, как она готовила это блюдо. У нее все как-то по-своему, необычно. И мечтала сама приготовить. И вот с тех пор я готовлю это уже своей семье и дети, так же, как и я, рядом со мной. У меня 2 сына, они вот тоже мечтают научиться. Алсу, я так понимаю, ваши коронные блюда не Бәлиш, потому что, наверное, Бәлишем вас накормила Фарида от души. Знаете, Вы что Руслан, готовите? Вот в наших краях, конечно, но я сама родилась в городе Казани, чаще, чем Бәлиш, готовятся треугольники. Угу. Шпишмаклар. Шпишмаклар, да. Да. Вот, но с детства у меня мама их прекрасно готовит, и треугольники, и костовые. Но я сама очень люблю делать шарлотку. Настолько Шарлотку? вкусно получается, прям просто тает. И с во мясом? рту и с глаз просто. Нет. А, с яблоками? С яблоками. Ну, мало ли просто. У вас Бәлиш, да. треугольники, Да. может, шарлотка с мясом. С яблоками очень всем нравится, особенно деткам моим. Вот. Тоже так же 2 сына, так же, как и у Фариды. Но хочется сказать, что в нашем дуэте произошло очень радостное событие. Фарида в 3-й раз недавно стала мамой. И у на этот нее раз? родилась девочка. Наши поздравления. От Едуши Котловой Сызны. Молодцы. Как назвали дочку? Альфия кызым. Альфия. Альфия Гассалям. В записи все равно лет через 10 посмотрит, как мама готовила. Но кроме этого, ведь буквально на этой неделе у Алсу было день рождения. Алсу, мы вас поздравляем. Давайте тоже поаплодируем. Бехетлер, шатлаклар. Спасибо огромное. А мы сейчас делаем тесто. Буквально вот в 2 словах расскажите нашим зрителям, как готовить тесто. Какой-то секрет есть или обычную? Пол-пачки сливочного Ну, масла, 2 столовые ложки растительного масла. Масло мы заливаем стаканом кипятка. Все это получается, превращается в такой бульон, да, жирненький. Немножечко соли, немножечко сахара и муки. И самое главное, улыбки. Вот, и тогда ваше тесто будет замечательным, пышным и вкусным. Так, я помешиваю нашу смесь. Да. Напоминаю, здесь у нас молоко и сахар. Молоко и сахар. Так, наш десертик. Ты Ну, знаешь, да, ага. Руслан, вот я хочу просто рассказать одну историю про этот десерт. Не так давно мы с Фаридой ездили с сольными концертами в Аксубаевский район, в деревне Иска-Ибрай аула. Так вот, нам рассказали там такую историю. Приезжали на Сабантуй немцы. И, естественно, их решили угостить нашими национальными блюдами. И на стол поставили вот именно вот этот вот десерт, конфет татлы. Татла. Им настолько понравилось, что они даже увезли его с собой. Так что вот видите, наши блюда самые вкусные Натуральность их и покорила. самые натуральные. Ну, давайте теперь поговорим про ваш замечательный дуэт. Как образовался дуэт? Дуэт у нас очень интересно образовался. Я приехала, поступила в Казанский государственный педагогический университет на факультет музыки. Увидела за окном медленно шагающую Алсу, и увидела в ней какую-то родственную душу, ты понимаешь? Потом мы познакомились, пообщались. Так как я приехала из провинции, а Алсу девушка у нас городская, из Казани, мы с ней пообщались, она как-то меня успокоила, что все будет хорошо, мы поступим. Это 92-й год, такой веселый. И как-то вот мы подружились. Я говорю, тут родственную душу свою я нашла. А потом на одном из уроков татарского языка, уже мы поступили на 1-м курсе, учительница нам говорит: Кызлар, вот я преподаю, прихожу к вам на музыкальный факультет, она преподает на разных факультетах, филфак, там, филфак, да, прихожу на музыкальный факультет, а вы мне еще ни разу ни одной песни не спели. И девчонки наши там с нашей группы говорят: Алсу, давайте. Вместе, да? Мы до сих Алсу пор села за помним этот фортепиано. день, до сих пор помним этот день. Я села за фортепиано и начала играть песню Резиды Ахияровой «Харишин кырмәт эшләремә». И как-то вот мы вместе запели, я пела основную мелодию, Алсу выстроила гармонически вторую, и мы вот зажурчало, понимаешь? Давайте Пошло, окунемся в полилось. эту теплую атмосферу 20 лет назад и послушаем эту песню с С удовольствием. удовольствием. И мы тоже с удовольствием исполним, да, Придуш? Зинхар өчен кырмәт эшләремә
Min bit seni küpten anlattım. Jeyjileri küpten ağarttılar. Tarattılar sağış bağladım. Jeyjileri küpten ağarttılar. Tarattılar sağış bağladım. Лучок готов. Прекрасно. Картошечка тоже, Да, секундочку. Опа. почти уже, да, готов. И мы будем, я думаю, переходить к мясу. Что за мясо, расскажите? Для лишта мы будем использовать два вида мяса. Это телятина и индейка. Да, вот такая вот Комбинации. комбинация интересная. Конечно, готовят и с уткой, и с гусем, разные варианты. Сегодня вот попробуем так. Это тоже будет очень вкусно Но- и необычно. Вот я на вас смотрю, у меня тоже душа цветет, потому что такие красивые татарские национальные костюмы, ну просто здесь надо отдельно похлопать, молодцы. Расскажите, откуда? Это ручная работа. У нас есть свой художник. Ее зовут Гульнара. Она много лет работала в Ильдане, у нее свои коллекции. И мы очень благодарны, хотим поблагодарить ее, вот, пользуясь этим случаем. Давайте ей поаплодируем. Давайте тоже поаплодируем. Создавался этот костюм очень интересно. В одной из программ нам нужно было именно в таком деревенском фольклорном стиле сделать блок. Мы там, кстати, исполнили песню «НК Белиши», которая написана была по заказу, да, ее написала Зифа Нагаева в Уфе. Даже вот я думала, может быть, мы будем Белиш уже делать, и Спеть вы. Эту песню А давайте обязательно сейчас споем. Белиш-то у нас уже в процессе. Итак, песня «НК Белиши» посвящается нашему блюду. Enkey beliş salam içten kümer tartıp şunday umgan enkem var minen beliş salam jırlap kapkaşıların sırlap enkey belişi de şul yuqala yuqtamele bulamay da enkey kibik bulamay şul. Чем живет дуэт? очень много поездок, очень много интересных встреч. Была, правда, у нас вот небольшая пауза в связи с рождением моей крошки. Ну, мы с Алсу где только не были. Мы всю Россию объездили по проектам Конгресса татар, да? Конгресс татар. Где живут татары, там мы были везде. Но всегда приятно, куда бы ты ни приехал, всегда нас встречают. Біздің парлы жыршыларыбыз келді деп. Парлы жыршыларыбыз жыр білән с песней «Парлы жыршылар» нас везде. Это, кстати, ваша визитная карточка, можно сказать? Да, гостеприимно встречают, и поэтому мы всем нашим друзьям передаем огромный пламенный привет. Мы очень соскучились, мы очень любим. Мы скоро будем вновь с вами. Так, начинка у нас практически готова, осталось все это перемешать. И после небольшой паузы мы будем собирать наш белиш. Дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня с нами очаровательный дуэт Фарида Алсу. А готовим мы два блюда. Сладкое блюдо татла, которое здесь вот кипит. Все под моим чутким присмотром. И вкусное татарское блюдо белиш, энкей белиша. Так, здесь у нас тесто, которое сейчас Фарида будет раскатывать. И начинка у нас стандартная. Два вида мяса, индейка, говядина, лук, картошка. Добавим соль, перец немножко. Я уже стихи начал говорить. Представляете, как с талантливыми людьми всегда приятно. Также, опять-таки, свежая информация. Вы в этом году стали уже, насколько я знаю, 100% лауреатами второго музыкального национального конкурса «Булгар Радиуса», который вот буквально через 2 недели пройдет. Отдельные поздравления. Спасибо. Скажите, Спасибо. с какой песней вы выиграли в этом голосовании, которое проходило практически на протяжении целого года? Победителями мы стали благодаря нашей песне «Парлы Шершелар». Этой песне уже очень много лет, более 30 лет. Мы просто дали ей
подарили Второе ей, дыхание. Да, Второе новую дыхание. жизнь, сделав новую аранжировку. Вы знаете, зрители меня не простят, если мы сегодня не послушаем песню «Парла Шашалар». Бірге өтілді алдағы юлар, айырылмады құлардан құлар, бақытлы бар деп сықланып қалдым, қорлы шыршылар, парлы шыршылар, парлы шыршылар, парлы шыршылар. Что мы делаем с тестом? Раскатываем, наверное, основное сначала. Мы берем все тесто, делим на 3 части, 1/3 оставляем На крышечку. на крышечку и формируем теперь основание этого беляша. Есть у меня, кстати, небольшой каверзный вопрос. 20 лет вместе, наверное, все-таки были какие-то моменты, когда хотели, вот, я не знаю, и пойти по разным дорогам, петь сольно, или, может, наоборот, создать другую группу. Было такое? Ты знаешь, Руслан, артистов, которые поют сольно, их очень много. А вот именно в дуэтном жанре, в нашем жанре, мне кажется, не так много таких групп, которые именно вот столько лет, да практически нет Да таких их практически нет, на самом деле. Да, вот которые на протяжении 20 лет работают вместе. Мы настолько привыкли к постоянному общению, что не можем без этого. Это для нас как воздух. Во-первых, нам очень комфортно. Нам комфортно работать, нам комфортно жить. И у нас и семьи росли и развивались параллельно. Ну, у вас и дети же практически вот в одно и то же время рождались. Сыновья, да. Сыновья, Да, да. старшим сыновьям 14 лет. Это Айрат, Самат. Младшим 8. Ислам, Фархат. Папы, хоть они не в кадре, они во всем, они самые главные. Потому что я вот не представляю, что бы мы делали без Марса и без Марата. Ну, естественно, Мы кто вместе. с детьми-то сидит? Мужик ларбит балара, бля, нутрала. Итак, практически у нас тесто уже готово. Сейчас мы возьмем форму для нашего беляша и будем, самое интересное, собирать его. Мне нужна форма. Так. А давай основание оставим. Хорошо, хорошо. Немножечко маслица. Подсолнечным. Да. Капельку. Чуть-чуть. Кстати, что с этим маслом у нас? Руслан, это вот масло, кусочек масла нужно добавить в нашу смесь татла, и вариться оно будет у нас с маслом. Это для мягкости конфет, чтобы было еще вкуснее. Ну, блюдо-то какое хорошее получается, сладкое. Масло, сахар и молоко. И молоко. Можно добавить вместо сливочного масла деревенскую сметану. Будет еще вкуснее. Фарида Алсу, расскажите, пожалуйста, вот, наверное, какие-то интересные были случаи, все-таки 20 лет гастрольной жизни на сцене. Что было интересно? Вспомните что-нибудь? Ну, на сцене, да, несомненно. Я хотела бы рассказать один интересный случай. Прошлым летом мы были у друзей в Швейцарии, и они настолько хорошо подготовились, что удивляли каждый вечер блюдами разной кухни. Это была итальянская кухня, французская кухня. Это было, конечно, невероятно вкусно, необычно, но мы подумали, а может быть нам тоже что-то свое сделать? Устроить день татарской кухни в Швейцарии? Да. Мы, пока я готовила, вот я так же все это делала. Ага. Марат взял аккордеон, у них там был в квартире аккордеон, играл татарские народные песни. И все у нас такое шоу превратилось, что внизу уже швейцарцы там аплодировали. И аромат беляша просто всех убил, можно сказать. Вот что творит татарская кухня. Я хочу сказать, что нам действительно есть чем гордиться. У нас прекрасная музыка, у нас отличные, вкуснейшие блюда. И как хорошо, что мы татарочки. Самый последний финальный момент, штрих. Мы сейчас будем все это закрывать крышечкой. И что вот это же у нас полосочка осталась? Подожди, вот так мы сформируем быстро. Ага. Да, так красиво. Так, пока вы собираете,
Руслан, у Алсу, нас подойдите, наш- пожалуйста, ко мне, давайте вместе это Наша сделаем. конфета Да. уже, я вижу, уже готова. Вот Какой формочка. аромат. Формочка. Формочку нужно обязательно смазать Так, чуть-чуть, да? сливочным или подсолнечным маслом. Хватит? Да, да, Так, конечно. вот у нас есть прекрасно. такой приборчик. А мы смазываем и в горячем виде, потому что он прям сразу же может и остыть. И вот так то вот есть сразу? края делаем, да. Сразу нужно его, Сколько оно потом должно еще полежать? ну, где-то Осторожненько. час, минимум час, наверное. Как раз Бялиш у нас к этому времени должен. Так. Вот, прекрасно, прекрасно. Мы его, вот, венчик, мне подай, пожалуйста. Ага. Мы его формируем. Я, кстати, вспомнил, у нас в деревне это блюдо называлось койнот кон шикер. Вот. Где-то его называют шикер, татлы. Надо тоже все следить. готово. Так, давайте я Так, посмотрю. получается, это мы. Бялиш такой, ну, тут на всю семью хватит. Душа нашего Бялиша здесь находится. Делаем отверстие небольшое. Отверстие для бульона. Эстетически мы его сейчас превращаем вот Так, в так, такой, так, вот так, в такой цветочек. Цветочек получается? Да, расправляем вот так каждый. Ой, Да? Как мамаса? Очень красиво. И сейчас эту красоту мы отправляем в духовочку на 1,5-2 часа максимум. Под И чутким наблюдением. Под чутким наблюдением. И как раз за это время остынет наш десерт. Совершенно верно. Поехали. Так, говорим бисмилля рахман рахим. И в духовочку. Осторожненько. А насколько вкусными получились наши блюда, мы узнаем совсем скоро. НК Бялиши. Для начинки мелко нарезали мясо, картофель и репчатый лук. Посолили, поперчили и хорошо перемешали. Замесили пресное тесто, разделили на две неравные части. Большую часть раскатали для дна бялиша, меньшую – для крышки. Сформировали бялиш, залепили края. В центре сделали отверстие для бульона, который надо добавлять в процессе выпечки. Украсили розочкой и поставили в духовку на 1,5-2 часа. Татло. В молоко или сливки всыпали сахарный песок в соотношении 1:3 и варили на медленном огне, постоянно помешивая. Когда сахар растворился и масса приобрела ореховый цвет, добавили 50 грамм сливочного масла, перемешали, перелили в форму, смазанную маслом, и дали остыть. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте вместе с нами и делитесь своими кулинарными секретами. Как поделились своими кулинарными секретами Фарида и Алсу. Итак, замечательный бялиш. Татлы, кстати, вот что получилось, пока вы бисмилля это прежде бялиш. Я покажу зрителям наше блюдо сладкое. Именно так, кстати, в детстве 100% нам делала наша бабушка. Хочется добавить, что можно добавлять орехи, изюм, сладкие фрукты, и получится прекрасный десерт к праздничному столу. И заметьте, дорогие друзья, как в татарских семьях принято по старой традиции, бялиш кушают всегда, вот как бы не раскладывая на порции, правильно же? Да, персонально не раскладывать, в этом весь кайф, когда все кушают. Вот кайф деген сөзін я забыл, да, кайф. 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 Вот будет очень красиво, если я и здесь возьму кусочек мяса с картошечкой, и здесь, бисмилля рахман рахим, пробуем анкай бялиша. Ну-ка. Девушки, браво. Ну и самый главный секрет любого бялиша – это бялиш тебе. То есть, если его не поел, говорят, счастливым не будешь. То есть, после того, как здесь все съедается, съедается основа. Вот самое Это вкусное – это отдельные низ. церемонии, иногда не доедают, и утром приглашают гостей попить чай, бялиш тебе, блин. И приглашают. Кавсария, бялиш тебе, блин. Чай, вискыр, яма, катам. Бялиш тебе – это самое вкусное. Ну а я сейчас попробую наше блюдо номер 2 – десерт татлы. И вы, кстати, попробуйте ваше варенье. Мында біздің татар эстрадасының iki жемеші, сары жемеш, қара жемеш. Как раз это все про вас. Так, бисмилля рахман рахим, чай. Сегодня такое ощущение, что вообще все съемки проводились лично у меня в деревне. Такой же вкусный деревенский бялиш. Вот эта сладость, которую я реально очень давно не пробовал. На самом деле же ее можно приготовить буквально за 20 минут. Руслан, мы очень рады, что мы смогли передать эту атмосферу родной деревни.
Потому что действительно там начинаются наши истоки, в деревне вся мудрость, в деревне вся правда. И нам почаще надо приезжать в деревню. Аулларга, Кайтурга, Онатмагас. Не забывайте приезжать в наши любимые деревни. Фарида, Алсу, от всей души хочется сказать большое спасибо вот за такой стол, за такой балиш. И я вот смотрю на него, понимаю, сейчас программа закончится, и как мы его сейчас втроем здесь как съедим только, без цемеляйта. Дорогие друзья, Фарида и Алсу прекрасно поют и вкусно готовят. Бигзур Ахмед, спасибо, что пришли к нам. Спасибо огромное, что пригласили нас. Не забывайте наши татарские национальные традиции. Тамшылар, тамаршаклар, ташлар, агаршаклар, бірге болған вақытларны сағатлап санаршаклар. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю. Салам Дуслар. До новых встреч. Бигзур Ахмед сізге. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.